Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. А для меня это отличный повод посетить некоторые городов, где пройдут матчи турнира. Это мой чемпионат мира без футбола. Привет из Казани. Сюда и до чемпионата мира плотным потоком приезжали туристы. Ну, думаю, и после ездить не прекратят. Из очевидного здесь, конечно, мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сюмбике и вот этот необычный ЗАГС. В Казани мирно живут разные народы и сосуществуют разные религии. Даже есть вот этот уникальный храм, который объединяет все веры, и не только. Это храм всех религий. Всего здесь можно найти элементы 16 религий и верований. Храм всех религий – это открытое творческое пространство. Внутри религиозные обряды и службы не проводятся. Здесь организовываются выставки. И самое главное, его посыл – это объединение людей через искусство и культуру. Футбол не обошел стороной даже и этот необычный храм. А это кто? Это Салах. Говорят, что футбол – это религия. Это одно из способов выражения себя же. В религии есть свои фанаты, и здесь также. Исповедуют. Да, исповедуют свой стиль жизни. Потрясающее здание, правда? И лучший вид на него с реки. Но красота в Казани создается не только людьми. Совсем недалеко от Казани есть вот эта цепь озер, называется Голубое озеро. Как вы видите, оно очень красивое. А говорят, что еще красивее под водой. Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды. Это было так здорово! Татарстан славится своей кухней. Например, здесь можно попробовать кыстыбый, эчпашмак и чак-чак. И сейчас меня научат его готовить. Ну что, добро пожаловать в наш музей. В Татарстане это традиционное, то есть угощение. Изначально, конечно же, могли позволить себе только богатые семьи. Это, наверное, более или менее. Нет, нет. Готово. Рахмет. И на этой сладкой ноте мы прощаемся с Казанью. Саблагат.